Они пришли из Монголии, Сибири и Алтая вместе с родственными им гуннами и в V веке нашей эры осели в восточной части Северного Кавказа, точнее в его прикаспийской части. Это были этнические тюрки. Они активно смешивались с живущими в этом регионе племенными союзами, оказывая на них свое влияние. Имя их было хазары. Считается, что в 552 году хазары приняли активное участие в создании тюркского каганата, крупнейшего средневекового государства, территория которого охватывала современные Манчжурию, Монголию, Алтай, Среднюю Азию, Казахстан и Северный Кавказ. Во главе этого государства стояли правители, ведущие свое происхождение от Аттилы. Однако государство долго не просуществовало. В начале VII века оно распалось на две части – восточную и западную. Около 650 года западная часть, возглавляемая родом Ашин, приняла новые черты и границы. И поскольку хазары считали себя прямыми наследниками исчезнувшего каганата, то новая держава переняла этот термин, и вскоре на политической карте VII века появилась новая держава – Хазария или Хазарский каганат. Это было большое государство, занимавшее все Северное Причерноморье, степи и лесостепи вплоть до Днепра, большую часть Крыма, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, северо-западный Казахстан. В результате многочисленных военных сражений Хазария превратилась в одну из могущественных держав того времени. Во власти хазар оказались важнейшие торговые пути Восточной Европы – Великий Волжский путь и Великий Шелковый путь из Азии в Европу. Одновременно Хазария отличалась разнообразием и многочисленностью проживавших в ее границах народов, но их всех связывало одно – они были тюрками. Этническая и языковая близость привела эти народы к быстрому слиянию их в единый, достаточно монолитный союз, который стал основой раннефеодального государства. Первой столицей хазарского каганата стал Семендер, город, расположенный на Каспийском побережье, в 8 километрах к северу от современного Дербента. Хазары, родственные гунам племена, по мнению историка-востоковеда Емельяна Прицака, являются потомками гунского племени Акацир, известного в Европе с V века. Антропологически хазары, как и гуны, в большинстве своем относились к монголоидам, но нередкими среди них были белокожие и светловолосые люди. Однако, в отличие от своих родственников гуннов, они не наводили такой страх и ужас на своих соседей. Напротив, по мере становления государственности прогрессивно эволюционировала их социальная организация. Хазары основывают города как центры ремесла и торговли. Наряду с кочевым скотоводством эти потомки гуннов занимались земледелием, торговлей, ремеслом и рыболовством. Здесь широко распространяется тюркская руническая письменность, которой пользовались не только правительственные круги, но и рядовые жители.
а это говорит о высокой грамотности среди населения. У хазар была развита экономика. Доминирующее значение имело кочевое отгонное скотоводство. Зимой стада паслись в степи, а весной отгонялись до осени на нагорные луга. В зимний период хазары жили на стоянках, зимовищах, а летом кочевали вместе со стадами. Пастбища были разделены между знатными родами и находились в их наследственном владении. В VI-VII веках население каганата активно занималось земледелием, садоводством и виноградарством. Одновременно совершенствовалось гончарное, кузнечное и ювелирное ремесла. Хазары начали вступать в торговые отношения с соседями. На экспорт шли кожа, рыба и особенно высоко ценившийся во многих странах рыбий клей. Торговля носила обменный характер. Деньги не использовались. Из предметов импорта наибольшую популярность у хазар имели стеклянные бусы и арабские серебряные монеты, из которых делались украшения. Каганат превратился в торгового посредника между Византией, странами Востока и северными народами. Хазарская казна получала значительный доход от торговых пошлин. Главными пунктами транзитной торговли были города Итиль и Саркел, расположенные в районе Нижнего Дона, и античные порты на Черноморском и Азовском побережье – Фанагория, Керчь, Германаса. Хазары владели многими городами. Столицей и самым крупным городом был Итиль на Волге. Дербентом, Семендером, Беленджером, упомянутым выше Саркелом, а с конца VII века хазары владели крымскими городами, такими как Сугдай, Судак, Алустон, Алушта, Ламбат, Партенит, Алубита, Алубка, Альма и Мангуб. Во всех крымских городах хазары имели тудунов, наместников. Судебная власть находилась в руках судьи. Примечательно, что для каждой отдельной религиозной группы населения, будь то приверженцы тенгрианства, иудаизма, ислама или христианства, был свой судья. Во главе хазарского государства стоял верховный правитель Каган. Древний род Ашина добился, чтобы это звание было закреплено только за его потомками и передавалось по мужской линии от отца к сыну. В случае отсутствия прямых наследников оно переходило к братьям и их потомству. В VII веке Каган постепенно утрачивает свое политическое значение и становится сакральной фигурой, носителем некой сверхъестественной силы. Перед возведением в сан Каган проходил особый обряд инициации, и если он его выдерживал, то хазары признавали в нем посредника между ними и их верховным богом. Согласно верованиям хазар, сверхъестественная сила Кагана являлась залогом могущества их государства. Однако она не пребывала с ним постоянно. Поэтому, когда Каган старел, или если на страну обрушивались беды, засуха, военные поражения, эпидемии, его убивали и заменяли новым. Как человека с особой миссией на этой земле, Кагана изолировали от контактов с подданными. Это делало власть Кагана сугубо представительской. Реальной же властью с начала VIII века обладал царь или Каган-бек, выходец из знатного рода. Хазарская элита, которая сформировалась в VII веке, занимала господствующие позиции в Каганате. Царь и его два заместителя единственно имели доступ к Кагану. После выполнения соответствующих обрядов царь имел право садиться рядом с Каганом на трон и вершить государственные дела. Только Каган-бек мог устранить Кагана и назначить его преемника. Он никому не подчинялся. Руководил сбором дани, самовластно распоряжался казной, возглавлял войско,
состоявшее как из его собственных постоянных отрядов, так и из ополчения его вассалов. Социальный строй населения каганата делился на белых, свободных и черных, плативших дань хазар. Верхушку белых образовывала родовая аристократия. Внутри нее существовала сложная иерархия, поскольку хазары не уничтожали знать покоренных племен, а включали ее через систему вассальных отношений в состав правящей элиты. Постепенно из числа близких кагану и царю лиц возникала также служилая аристократия. Хазары, как и все родственные им тюркские племена и народы, изначально почитали бога неба Тенгри. Их тотемами были священные деревья, огонь, вода, луна и многое другое. Тенгрианство было по сути монотеистической религией. Главным и существенным признаком являлся культ предков. Только к Тенгри обращались тюрки за помощью, и только его благодарили за свои успехи, победы и достижения, считая, что все совершается по его воле. Если Гунская империя сама инициировала военные походы, присоединяя новые земли и народы, то хазарскому каганату пришлось держать оборону и отражать наступление со стороны другого сильного государства – арабского халифата, развернувшего в середине VII века наступление на Закавказье. В 654 году один из арабских отрядов вторгся в Хазарию и захватил Дербент, но при попытке овладеть крепостью Беленджер потерпел поражение. На следующий год уже сами хазары, наследники гунских традиций, подчинили своему влиянию часть степного Крыма, вплотную подойдя к границам Византийской империи. С 695 года в Херсонесе жил в ссылке свергнутый император Восточной Римской империи Юстиниан II. Желая снова вернуть себе трон, он совершает побег на Мангуб, которым уже владели хазары. Оттуда он просит защиты у Кагана, и последний соглашается предоставить убежище свергнутому византийскому императору. С помощью мангубского наместника Юстиниан переправляется в Фанагорию, на Таманский полуостров. В знак военно-политического союза хазарский каган выдает замуж за Юстиниана II по одним источникам свою сестру, по другим – дочь Феодору. И уже в начале VIII века Юстиниан с помощью союзников булгар и хазар возвращает свой трон. Однако этим отношениям не суждено было быть долгими. Спустя несколько лет Каган поддержал восставший против Юстиниана Херсонес и оказал помощь новому претенденту на византийский трон Вардену Филиппу. После воцарения Вардана в 711 году империя и каганат заключили договор о разделе Крыма. Византийцы оставили за собой Херсонес, а хазары предпочли включить в границы каганата степной Крым и восточную окраину полуострова с центром на Мангупе. Эти обширные богатые территории соседи стали называть Крымской Хазарией. Крымские хазары не были в основной своей массе только кочевниками. Они вели как полукочевой, так и оседлый образ жизни. Занимались в основном земледелием, виноградарством и садоводством. В горах было немало хазар-ремесленников. Но основной доход хазары получали от торговли. Возможно, именно в VIII веке ими был основан на руинах сарматского городища город Каркьер. В VIII веке в каганате возникла потребность новой единой религии. Скорее всего, это было продиктовано политической ситуацией в государстве, главной причиной которого стало противостояние между каганом и арабским халифатом. Дело в том, что к этому времени наравне с тенгрианством
которая пропагандировала толерантность по отношению к другим религиям, в Хазарском каганате уже получили широкое распространение иудаизм, христианство и ислам. Что касается еще довольно молодой религии ислам, то после того, как во второй половине VII века хазары были вынуждены противостоять наступлению на Закавказье могущественного арабского халифата, ислам стал восприниматься враждебно, но только сугубо правящими кругами. Христианство также не рассматривалось. Дело в том, что Византия всячески стремилась вытеснить хазар из Крыма и Боспора при содействии местного христианского населения. Это привело к ухудшению отношений каганата с христианской церковью, особенно после антихазарского восстания в 787-791 годах в Крыму, возглавляемого епископом Иоанном Готским. Правящая верхушка Хазарии с помощью вождя иудея Булана сделала выбор в пользу иудаизма. В это же время наблюдается эмиграция византийских евреев в Хазарию, где их встречали единоверцы и помогали им устроиться преимущественно в городах, в частности в столичном Итиле. Другими словами, хазарские евреи встретили византийских с радушием, но, как отмечает Лев Гумилев, переселенцы заплатили им за гостеприимство оскорбительным презрением. А о слиянии двух общин в одну не было и речи. Причину такого отношения Гумилев видит в том, что иудеи Хазарии были по сути теми, кого позже будут называть караимами. И Булан, который реформировал иудейское общество, принял не раввинизм, а караизм. Официально в начале IX века Каган Обадия и его окружение приняли иудейскую веру. Раввины стали влиятельной силой при дворе, что вызывало конфликт с провинциальной знатью. Восставшие аристократы опирались на языческое, христианское и мусульманское население каганата. Борьба шла с крайним ожесточением. В ней погибли Обадия и его сыновья. В каганате произошел религиозный раскол, который привел к ослаблению государства. Примечательно, что именно в этот период ослабевает влияние каганата на Крым, который частично перешел к Византии. Правящая иудейская элита начала проводить политику религиозной нетерпимости. В Итиле был разрушен минарет и казнены мусульманские священнослужители. Гонениям подверглись и христиане. Все это привело к серьезному конфессиональному конфликту между приверженцами иудаизма, царем и каганом. Знать в Хазарии буквально разделилась на несколько враждующих между собой лагерей, а простой народ образовал своеобразный христианско-мусульманско-языческий союз. Междоусобицы ослабили государство. Это не могло не отразиться на ухудшении внешнеполитического положения каганата. В 889 году в хазарские пределы вторглись печенеги. Они разорили Фанагорию и многие хазарские поселения на Боспоре и в Степном Крыму. Их нашествие привело к дезорганизации всей экономической системы каганата. С большим трудом хазарам удалось победить печенегов, которые ушли на запад. В первой половине X века каганат пришел в полный упадок. К середине 50-х годов X века контроль над восточно-приазовскими степями окончательно перешел к печенегам. В 965 году киевский князь Святослав нанес сокрушительный удар по каганату. Он захватил и разорил главные его города – Итиль, Семендер, Самкерц и Саркел, основав на месте последнего крепость Белая Вежа. В
результате все торговые связи каганата были нарушены, и он утратил политическое и экономическое значение. В конце 960-970-х годах оставшиеся хазарские владения окончательно были опустошены. Хазарам пришлось признать зависимость от Хорезма и принять ислам. В 985 году киевский князь Владимир совершил успешный поход в Нижнее Поволжье, после которого хазарское государство прекратило свое существование. Однако название Хазария дольше всего сохранилось за Крымом и Северным Причерноморьем. Так, этот регион называли в византийских и итальянских источниках вплоть до XVI века. Существует мнение, что после распада каганата часть аристократии, исповедующей иудаизм, осели в Крыму. Называли они себя караиты. По одной из версий, именно с X века на Крымском полуострове начинает формироваться нация, более известная как караимы. Однако проблема потомков хазар сегодня все еще является предметом разнообразных теорий и предположений, как в научной, так и в популярной литературе.